В эфире «Своих не бросаем». История подвигов и судьбы героев. С вами Юлия Краснова. И Артур Галеев. И гость нашей студии сегодня – участник СВО, ветеран боевых действий, просто наш хороший друг Григорий Мукминов с позывным «Хирург». Григорий, здравствуй. Здравствуйте. Григорий, вы у нас стали одним из первых добровольцев в батальоне Шаймуратова. Но родным и близким, а особенно маме, позвонили уже оттуда. Почему так? Ну, как бы не хотел, чтобы она беспокоилась, переживала. Также я знаю, что она будет отговаривать. Не было мысли сказать: мам, я под Волгоградом, таскаю снаряды на секретном объекте. Просто у меня такая история. Ну, сначала, когда я ей сказал, я вообще сказал, что я сижу в штабе. Это далеко в тылу находится. Я просто говорю, сижу за столом писарем, и все. Можешь, мам, не переживать. Все Связи нормально. нету? Связи нету, да, и все. Но она как поняла потом, или все-таки вы решили сказать? Вообще, сказал друг, он приехал, и как бы в гости приехал, и сказал мне, что я там с ними бегаю в окопах под бомбежками и так далее. Но он не знал, что не нужно говорить. Да, он этого не знал просто. И все, мама распереживалась, позвонила, сказала, я говорю, да, совершенно верно, это правда, говорю. Ну, нашли слова, которые успокоили. Да, Вы из многодетной семьи. да, совершенно верно. Из многодетной Сколько семьи. вас? У меня 4 брата и 2 сестры. Как они отреагировали? Ну, они тоже поначалу переживали, как бы отговаривали даже порой. Вот. Ну, потом уже как бы свыклись. Ну, испугались даже в первую Ну очередь. да, порой вот они боялись больше всего. Вот. Ну, потом вроде привыкли. Мы познакомились в мае прошлого года с Григорием в «Красном луче». И когда вы назвали свой позывной «Хирург», я почему-то подумала, что это, ну, наверное, профессия была на гражданке, и он врач. Но так или иначе, это и есть, и была профессия. Вы служили в батальоне медиком. Что это такое? Не все, возможно, зрители знают, но... Ну, позывной мне достался, это еще было в Тотском, в июне месяце. Мы как бы просто шутили там на одну тему, я не буду ее говорить. Вот, и пацаны просто мне сказали, ну, будешь хирургом, и все. Вот, а так меня вообще назвали Дема, и все, позывной Дема. Это в честь моего друга, он погиб, к сожалению, в честь него. Ну и вот оттуда пошло. Но хирург закрепился. Да, все, хирург закрепился, и все. Прям в памяти, прям. Хирург, ага, он у нас был уже, Но мы я его тоже знаем. всегда говорю «хирург». Чаще, наверное, чем Григорий. Какие задачи выполняли? Наша основная задача была, это если какие-то происходят штурма, мы идем следом за ними и вытаскиваем раненых. Ну, оказываем помощь и вытаскиваем раненых. Вот. Помощь оказываете, то есть жгут, турникет, на носилке и на мотолыгу, да, на АЭС-ку медицинскую. Ну, как бы и так, да. Ну, больше всего у нас была МТЛБ. Вот. Мы на ней вывозили. Это было вот с самого начала. Потом уже у нас были УАЗики. Мы на УАЗиках вывозили. На УАЗике поудобнее будет, чем на мотолыге, конечно. Ну, на ней побезопаснее, конечно, хоть даже она и тонкая, там, да, но все равно она маневренная, и в ней все слышно. Выходы, коптеры, если летают и так далее. А на каком направлении воевали? Ну, сначала у нас было Херсонское направление, деревня Безыменная, было село Безыменное. Потом мы оттуда вышли, войска выводили с правого, получается, берега Днепра. И мы стояли возле Каховского водохранилища, вот, Олежки. А потом уже дальше все, как цыганский тавр, мы пошли по направлениям. Но сейчас вы у нас с ранением. Да, с ранением. Как это вот произошло? Ну, это было в прошлом году, 5 сентября было 23 года. Мы были на эвакуации. Мы эвакуировали бойца нашего обороны, позывной командир 4-й роты был. Вот. И в ходе эвакуации нас спасла птичка. Вот. Она выждала момент, пока мы загрузимся все в УАЗик. Вот. Мы загрузились все в УАЗик, и после этого нас накрыл РСЗО «Град». Вот. Я остался жив благодаря тому, что дверь то, что была закрыта у меня, и то, что у меня автомат был с правой стороны. Осколки не так сильно повредили меня. А звук вы не услышали? Просто когда град прилетает, там слышно... Да, нет, мы выхода вообще не услышали даже. Он, видимо, очень далеко стоял. Я просто услышал, просто вот маленький свист, и все. Только успел услышать, и все. И дальше вспышка, все, я ничего не вижу. Контузия, я просто упал с УАЗика, и все. Отполз от него. Ну, я руку, ногу не чувствовал. От него метров, наверное, 150-200 отполз. Ну, у нас много знакомых с Григорием, и все, не то что практически, или большинство, они все говорят, Григорий спас не одну сотню, наверное, человеческих жизней. То есть вот вы те самые люди, которые бесстрашно идут за штурмовиками, и фактически на вас отовсюду прилетает. Я помню первые рассказы, я была в шоке,
что для того, чтобы быть маневренным, иногда мешает бронежилет. То есть вы сами, бывает, абсолютно незащищенные, но вам нужно этих ребят вынести с поля боя. Было такое? Ну да, такой случай был. Я почти всегда ходил без броника, потому что понимал, если прилетит, то прилетит, он не поможет. А вот когда меня ранило, я не знаю, что-то внутри подсказало, что ли, или что такое, я одел бронежилет с каской. Вот. И если бы я его не одел, вот просто на бронежилете, на каске общий был 32 осколка. Общий был. Он все на себя взял. Бронежилет у вас ратник был? Да, ратник был. Ну, ратник очень хороший бронежилет. Он, во-первых, ну, легкий был, маневренный. Вот. Так что он Даже- спас жизнь. Просто даже когда тонешь в ратнике, очень легко скинуть. За воротник просто вытягиваешь, и он сразу Ну, распадается. у меня были вот просто 2 лямки стояло, я так сдергал, он просто падал. Да, Очень легкий. Он и 7,62 держит бронебойный, очень хороший, и легкий. 7,62, конечно, не знаю, 5,45 держит. но проверяли. это 6Б45, который мы имеем в виду. Ну, вот это уже было что-то на непонятном для меня и, возможно, для наших телезрителей. Возвращаемся к тому, что помню я из нашей беседы, из ваших рассказов. Это видео, когда вам удалось подбить птичку, как это вот в разговорном, это беспилотник. Это был вражеский коптер, да, он летел с кумулятивным снарядом на нас. Мы его даже заметили, вообще случайно заметили. Мы сначала думали, это наш, потому что он летел с нашей стороны. Но когда он полетел на нас, мы уже поняли, что это не он. И мы просто начали стрелять с него с автоматов. Ну, не знаю, мы думали, не рассчитывали, что попадем, но попали в него в итоге. Мы его- Слава Аллаху, что Да, попали. да. Он упал, вот, мы его забрали, привезли, отдали, все. Я вижу у вас новая награда. Потому что я помню, что точно была за боевые отличия. А вот медаль Шеймуратова не помню. Вы очень скромный герой. А вот последняя за храбрость, ее у вас не было. Недавно вручили. Это когда было? В мае месяце, наверное, было. Медаль Шеймуратова и батальон Шеймуратова. И я помню, когда мы встретились, Григорий пришел в первый отпуск. Спустя больше года нахождения в зоне СВО мы поехали на памятник имени Мингали Мингазовичу Шеймуратову. Я никогда не забуду те эмоции, с которыми Григорий возложил цветы к памятнику. И я помню, всегда буду помнить те слова, которые вы сказали. Вот что происходило внутри вас? Какие это были ваши эмоции? Ну, в отпуск я, конечно, не через год, через 1,5 года только вернулся. Вот. Ну, было тяжело очень привыкнуть к этому. Вот. Когда я пришел на именно этот памятник Мингали Шеймуратова, внутри нахлынули мысли о своих павших товарищах. Вот. Как бы, очень тяжело их терять. Может быть, есть какие-то слова поддержки тем ребятам, кто тоже терял товарищей, вот те самые важные, которые отзовутся в сердце и помогут идти дальше? Ну, что я могу им сказать? Товарищи, которые мы потеряли, их не вернуть. Вот. О них только память остается. Главное — это ценить тех товарищей, кто находится рядом, и как бы прикрывать друг друга. Помогать тем, кто сейчас в зоне СВО, в том числе, наверное. Совершенно верно. Ну, а победа обязательно будет за нами. Ну и враг будет разбит. Это вопрос только времени. Однажды наши дедушки и бабушки уже победили. Победим обязательно и мы. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Обязательно возвращайтесь живой и здоровой и с победой. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, обращайтесь. Это была передача «Своих не бросаем» о подвигах современных героев, о тех... Кто приближает победу в тылу? С вами были Артур Галеев. И Юлия Краснова. Увидимся через неделю.